испугался сегодня по дороге из школы. Так вилял хвостом, так лаял, как будто хотел быть только моим щенком. Потом какая-то тетка вышла из-за угла и убила его. Вот так, наверное, и проживешь всю жизнь. Без собаки. Я назову тебя Рики. Рики, ко мне, мой пес. Ах ты мой чудесный, ах ты мой славный пес. Ты ведь останешься со мной навсегда, правда? Так всегда. Вот только я представлю его себе. Вот он сидит такой, пушистый, с мокрым носом. А мама загремит на кухне кастрюли. Или машина засигналит за окном. И вот уже нет никого. Одни только звезды в небе. Можно мне здесь на минутку приземлиться? Да, конечно, пожалуйста. Ух ты. А что, трудно вот так летать, а? Нет, Ага. ни капельки. Я лучше в мире летун. О, как тебя зовут? Меня зовут Малыш, хотя по-настоящему меня зовут Свантес Свантес. А меня, как ни странно, зовут Карлсон. Просто Карлсон и все. Привет, малыш. Привет! Ой! Привет, Карлсон! Сколько тебе лет? 7! О, отлично! Продолжим разговор. А тебе сколько лет? Сколько мне лет? Я мужчина в самом расцвете сил. Больше я тебе ничего не могу сказать. А в каком это возрасте бывает самый расцвет сил? Да в любом, малыш, в любом. Я умный, красивый и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. А что там такое? Ух ты. А, это моя паровая машина. Давай ее запустим! Я лучший в мире специалист по паровым машинам. Понимаешь, Карлсон, без папы нельзя. С папой, с мамой все можно. А лучше всего с Карлсом, который живет на крыше. Здорово, тогда запускаем. Так. Ага. Сейчас она будет работать. Ага. То-то. То-то. По-моему, с ней что-то не так. О, надо проверить предохранительный клапан. Ага. Когда не проверяешь предохранительный клапан, случается авария. Вот это я понимаю. Вот эта машина. Сейчас она будет работать. Я же лучший в мире специалист по паровым машинам. Вот! Она поехала! Она едет! Поехали! Она взорвалась! Честное слово, она взорвалась! Какой грохот, да? Бам! Вот это здорово! Моя машина развалилась на
Да. Взрывать паровые машины – самое житейское дело. Ну как он этого не понимает, а? Удивительный мальчик. Слушай, да я тебе дам еще лучшую машину. Ты? У меня их несколько десятков тысяч. А где это у тебя? А там наверху на крыше в моем домике. Подожди, Карлсон, это получается целый дом, набитый паровыми машинами. Ага. Карлсон, миленький, а ты мне дашь одну, а? Ну, конечно, дам. И как-нибудь в другой раз. Сначала мне надо подкрепиться. О, и поглядеть вот эти картинки. Красивые картинки, а? Замечательные картинки. Хотя, конечно, не такие красивые, как мои. А картинок у тебя много там, Карлсон? Да несколько десятков тысяч. Я сам рисую в свободное время. Я лучший рисовальщик маленьких петухов и других красивых птиц. Да. Карлсон, миленький, знаешь, мне так хочется посмотреть на твои картинки, на твои паровые машины и вообще на твой домик. Обязательно, обязательно. Само собой, разумеется, ты будешь самым дорогим моим гостем. Как-нибудь в другой раз. Мясные тефтельки. Мясные тефтельки. Обожаю сочные мясные тефтельки. Так я принесу? Ну так давай скорей, скорей. Я- А то одними картинками сыт не будешь. А вы знаете, что мама готовит неплохо, да? Да. А бабушка ведь тоже готовит неплохо, правда? Да. А встречаются даже и папы, которые кулинарами бывают. О, как много интересного в этой таинственной квартире, да? А вот и я. О, давай сюда. В какой руке? Ты. Шишел-мышел, взял да вышел. Ну, Вот. а? О. А вот и девчонки! Обожаю сочные мясные тефтельки. Карлсон, я позвонил маме и папе, я им все рассказал, они скоро придут. Они очень хотят с тобой познакомиться. Как это придут, а? Ну как? Только невоспитанные люди позволят себе приходить в гости без приглашения. Чужой дом. Ты меня извини, Карлсон, но, по-моему, это их дом. Нет, вы слышали? Он попрекает меня какой-то маленькой жалкой тефтелькой. Он учит меня, как себя вести. Меня лучшего знатока этикета в мире. Все. Я обиделся и улетаю. Нет, подожди, Карлсон, ну не улетай, пожалуйста. Я сейчас, я вернусь. Ты подожди, я быстренько, я дверь открою и вернусь. Карлсон, не улетай. Родители? Нет, мне это не надо. О! Заходите скорее. Карлсон, это не мама и не папа. Привет, малыш. Привет! Нет, он улетел же. Знаешь, это щенок. Его зовут Эд. Здорово, а можно его погладить? Ой, конечно, брать его захочешь, все равно он мой. Тебе нравится, да? Да, правда, хороший. Ну все, хватит. Ну и ладно. А у меня тоже есть. Что есть? А у меня есть Карлсон, который живет на крыше. Где живет? На крыше! На крыше! А чего вы смеетесь? Вот хотите, я вас с ним познакомлю? Познакомь. Я прямо сейчас не могу. Он улетел. Улетел? Улетел? Да ты просто обманщик. И кажется, твой выдумка. Ничего я не слышу! Не перестань, тише! У тебя что, петух в гардеробе живет? А я сейчас пойду, открою дверь и посмотрю, что там. Только не что там, а кто там. Вот именно, кто там. Ага. Да-да, вот сейчас. Ну что вы?
сидит себе в шкафу и отдыхает. Это... Это маленькая выдумка, которая сидит себе в шкафу и кричит по-петушиному. Это и есть Карлсон, который живет на крыше. Конечно, а ты думала, кто? А это еще что за маленькая выдумка? А это... А тебя, наверное, зовут... О, Карлсон, знакомься, это мои друзья. Гунила и Кристер. Да чего ж иногда не везет людям? Но теперь уже ничего не попишешь. И потом, не могут же всех звать Карлсонами. Кристер, Гунила. Слушайте, а давайте будем играть. Ой, давай. А что ты играешь? Сейчас подшвыряем стулья из окна. Ой, Карлсон, не надо. Вот стулья не надо. Я думаю, маме с папой это не понравится. Да твои папа и мама уже 180 лет ничего не понимают в детских играх. А вы трусы. Если вы сейчас же не придумаете, во что мы будем играть, я рассержусь на вас и улечу. В общем, я, пожалуй, мог бы остаться, если она погладит меня по голове и скажет: милый мой Карлсон. Миленький Карлсон, не улетай, пожалуйста, останься. А погладь еще. А можно я тоже поглажу? Можно? Можно? Гладьте, гладьте, мне не жалко. Слушайте, я придумал. Давайте будем прыгать. Кто выше? Давай. Я первый. Я с тобой. Давай. Опа! А теперь я... Оп! А давайте поиграем в австралийских кенгуру. Замечательная игра. Давайте. Я китайская, я скажу. Начинаем поутру прыгать, мама кенгуру. Через луг, через дыма, через Тихий океан. Кто лучше в мире? Перепрыгун, Кто лучше в мире? перелетун, Кто лучше в мире? Перекуру, конечно, это Карлсон. А в кармане прыг-доска, пингвинёночек сынок. Через мяч, через стакан. через весь большой карман. Кто лучше в мире, Перепрыгун, кто лучше в мире, перелетун. Кто лучше в мире? Перекуру, конечно, это Карлсон. О, давайте подушками швырять. Малыш, Ваня! Давай сюда! Нет! А? А малыша мне тоже. Замоченную скважину проволоку просунули и вертят. Ой, это воры. Кажется, это воры. Спокойствие. Только спокойствие. Малыш, давай сюда простыню и ножницы. Ладно? А ты иди посмотри. Иди ты посмотри. Для такого случая привидение — незаменимая вещь. Карлсон, поторопись. Нет, еще. Карлсон, давай скорее. Карлсон, дырка получилась. Ну, давай, поскорее. Некуда. Вот сейчас уже давайте. Нам-то что делать, Карлсон? Прячьтесь. А мне куда, малыш? Ты на шор. А я куда? А ты за кровать. А меня это Вы видно. тоже прячьтесь. И ни звука. Нормально, не видно. Не видно? Не видно. Прячься. Я прячусь. Карлсон,
Где? Я жду. Ну что они там копаются? Я бы уже 10 тысяч дверей бы открыл. О, идут. По местам. Ну-ка, тихо. Филя, как ты думаешь, где у них деньги лежат, а? Не знаю. Ищи, Руни, ищи. Ищи. А здесь нет. Шкафу. Ищи, говорю. Шкафу. Ой, Шкафу. Шкафу. бульдог. Зимберна. Что сидишь, иди в шкафу. Компьютер. Будь здоров. Да, будь здоров. Сидит в шкафу. Шизофреник. Кто видел настоящее, живое привидение, глаза его горящие, ужасные мгновения. Враг бежал, а героям и победителям полагается клубничное варенье. Я сейчас! Лови! Папа! Знаешь, кажется, ничто не может сравниться с привидением, когда надо ловить воров! Я самое лучшее привидение в мире с моторчика. А вот и варенье для нашего героя! Ух ты! Ну, правда, мама, наверное, будет ругаться, все-таки целая банка. А если бы воры унесли все ваши деньги и мебель в придачу, то твоя мама бы сердилась в 100 тысяч раз больше. Да, конечно. Мне пора. Потому что варенье лучше всего есть на крыше. Ну, так она вкуснее. Конечно. Пока. Папа, ты мне еще приедешь, а? Обязательно. Ага, прилетай. Прилетай.
Пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока! Это что О, привет! Привет! Вот так я познакомился с малышом и его друзьями. Прошло совсем немного времени, мы подружились, и я часто прилетал в гости к малышу. Но однажды я увидел такое! Ну, ты думаешь, что ты хорошо воспитан? Нет, Фрекенбок, я так не думаю. Но ты будешь хорошо воспитан. У меня все дети становятся шелковыми. Дети должны чувствовать твердую руку. Учти, теперь я ваша домоправительница. Дома-учительница. Что ты там бормочешь? Я говорю, сегодня так вкусно плюшками пахнет, а я же еще не обедал после школы. Все мучное портит аппетит. Поэтому садись и делай уроки. Ну, сними куртку, вымой руки живо. А все-таки дома-учительница. Привет, малыш! Ой, привет, Карлсон! Привет! Слушай, что-то я сегодня не узнал твою маму. Да что ты, Карлсон, это не мама вовсе. Ага. Слушай, я так рад, что ты прилетел. Мама с папой уехали в отпуск, а меня оставили на эту дома-учительницу. Ах, вот оно что! Карлсон, миленький, ты даже не представляешь, какая она злющая, какая противная, а жадная-то какая. Она напекла себе целую гору плюшек. Сидит одна, лопает, а у нее ни одной плюшечки не выбросишь. Малыш, да тебе крупно повезло. Угадай, кто самый лучший в мире укротитель домом-учительниц? Да неужели же? Сейчас ее буду не сводить плюшками. Ты хотел сказать, изводить плюшками? Нет, я хочу сказать, не сводить, потому что так смешнее. Малыш, но сперва ты должен мне помочь. Ладно. Отправляйся на кухню, ну и заведи с ней разговор. Ну, чего тебе? Уважаемая
Ничего, ничего, малыш. Ну, дело-то житейское. Конечно, все родители не подарок, но по сравнению с этой Мегерой, они сущие ангелы. Все, терпение мое лопнуло. Ну, Карлсон, ну ты видел, да? Она была девственница. Карлсон, ну как же так? Ну, Фрэкенбок, фу, держись. Нифига там у них. Царятся твои золотистые. Ладно, не хнычь. Будь стойким. Учись у меня. Я за всю жизнь не проронила ни одной слезинки. Что это? Где? А я ничего не слышу. Как ты слышишь? Это неземные звуки. Не страшно? Нет, я буду стойким и не пророню ни одной слезинки. Это потустороннего мира. Это звуки потустороннего мира. Кто это? Это Карлсон, который живет на крыше. Опа! Мужчина в самом последней сил. Не может быть. Все может быть, Фрэкенбок. Нет, Дело-то житейское. не может быть. Не может быть. Пожалуйте ручку, мадам. Ой, я боюсь. Пуси. Ладно. Мадам. Ну на. А теперь, Фрэкенбок, вы спляшете нам лезгинку. Я? Точно! Да? Готовы? Ну, для вас я готова. Увесистая. А теперь, Фрэкенбок, отправляйтесь на кухню и приготовьте нам еще обжарцу пышных плюшек. Еще? Для лучшего в мире Карлсона. И моему замечательному другу малышу. Па-па-ра-па-па-па-ра-па. Я боюсь. Ой, какой я вероупитанный, с пропеллером, в самом расцвете сил. Ой, у меня, кажется, голова кругом пошла. Ой. Кто это?
гостях мы здесь были. Ой, да вы не бойтесь, все уехали, иначе бы я вас не пригласила. Что-то вид у вас, тетушка, не того. Ой, не говори племянничек. У нас тут появилась идея Что такое? в связи с сообщением в газете. Обмозговать надо было. Мои голова не трогай. Странный, Странно. неопознанный объект Неопознанный. летает над Стокгольмом. О, где? Одни говорят, что это привидение. Привидение. Другие утверждают, что это спутник-шпион. Ой-ой-ой. Ну и так далее. Ага, ну, А дальше. вот теперь главное, Ага, кому да, посчастливится посчастливится. поймать Поймать. этот таинственный предмет, Да. то тот получит премию. Ну, 10 10. тысяч крон. Боже мой! 10 тысяч крон! 10 тысяч не может! Не может быть! Как не может? Как не может? Это не привидение! Это не предмет! Это хуже! Это же Карлсон, который живет на крыше! Там! Нет, не там! А здесь уже, здесь он был! А я вот знаю одного парня, который не прочь получить премию в 10 тысяч крон. Да, или даже половину. Или половину. Я тогда выступлю по телевидению в передаче «Разоблачительница привидений». Это как? Наши пацаны бегут туда. Здорово, папаня! Ну что, ребята, Фрэкенбок мы проучили, да? Вернее сказать, приручили.
Но я считаю, что женщина, которая так вкусно печет плюшки, у нее же не должно быть злое сердце, верно? Да. А малыш на радостях так палил из пистолетика, который мне, кстати, очень понравился, что я срочно решил устроить себе день рождения. Малыш удивился, потому что мой день рождения мы уже справляли на прошлой неделе. Но кто сказал, что день рождения бывает только раз в году, а? Кто сказал? Значит, вы не правы. И поэтому я решил устроить себе день рождения. И всех-всех пригласил. Я даже и вас пригласил. А еще я пригласил замечательную шведскую писательницу Астрид Линдгрен, которая написала про меня эту повесть. А вы придете ко мне? Да. Не слышу? Да. А еще громче? Тогда до встречи, пока-пока! Хорошо, что я первый пришел. Значит, мое поздравление будет самым-самым. Карлсон, я уже пришел. О, Привет. а чего это ты притащился в такую рань? Иди совестно тебе будить приличных людей. Ничего себе рано. Я уже целый час как пообедал. Что? Некоторые позволяют себе так рано обедать, что кое-кто не успевает досмотреть интересный сон. Кстати, Чего? а что на второе? На второе были тефтели в кисло-сладком соусе. Я надеюсь, ты не забыл положить себе в карман парочку сочнейших тефтелек и ложку кисло-сладкого соуса. Ты что, Карлсон, ну кто же дарит в день рождения соусы тефтели? А чей день рождения? Твой. Да ты что, забыл, что ли? Ты же всех пригласил. Я пригласил. Да. И его пригласил. И вас пригласил. Пригласил. И вот этого папаню? Да. Ну, значит, у меня сегодня день рождения. Ух ты. Не пирог, Нет, не пирог. и не варенье, И не варенье. и не торт. Да не нюхай, Карлсон, мой подарок не пахнет. А давай я тебе загадку загадаю, а ты угадаешь, что я тебе подарю. Давай, давай. Хорошо. Людям не покоя,
Как елка? Но- А почему елка? Ствол у нее есть? Есть. Ну, ствол есть. Елка не цветет? Не цветет. И шоколадные собачки на ветках висят. Давай сюда подарок. Подожди, а как же ручка без чернил? Ну это же моя ручка. Ну, Я что, под елку не могу ручку без чернил положить? Да я и с чернилами могу. Давай сюда елку. нет, Карлсон, сегодня не Рождество, еще не Новый год. Я поздравляю тебя с днем рождения. Открывай. Тот самый. Тот самый. Ух ты. Нравится? Ага. Здорово. Вот это да. Ура! Ура! Слушай, а я знаю, кто ты. Ну и кто же я? Ты летающий бочонок. Летающий бочонок? Ты верно забыл, что я умный, красивый, переупитанный мужчина в самом рассвете сил. Карлсон, а еще ты неопознанный объект. Здорово, правда? Неопознанный что? Объект. И это говоришь мне ты? Ты мой лучший друг. Собирай свой подарок. Как? Нет. А подарок? Лучше уходи с моей крыши. Уходи. Нет! Лучше я уйду и навсегда. Ну, да, Карлсон, да ты не понял. Я сегодня сам лично слышал, как Фрэкенбок читала в газете. Кому посчастливится поймать этот таинственный предмет? Предмет? Это я-то предмет? Как они меня смеют называть предметом? Я им так брежу, что у них искры с глаз посыпятся. Предмет, а? Предмет! Ты предмет! Карлсон, понимаешь, они же просто не знают. Предмет! Я Карлсон, Подглядывать. Карлсон, а тут еще коробочка и бантик. предмет! А как же день рождения? Малыш, привет. Кира, что ли? Здорово. Там еще Гунила. Привет. Привет. И осторожно. Ух ты! Как красиво! Вот. Нравится, правда? А где Карлсон? Вообще красота. Карлсон в домике, я уже поздравила, теперь ваша очередь. Ух ты! Это здесь живет Карлсон, а? Давай ты первая. Давай. Ты постучи. Кто там? Это я, Гунилочка. Ой, Гунилочка пришла и что-то принесла. Дорогой и милый Карлсон, Летающий бочонок. сегодня в день твоего рождения. И какого дня? Ночь рождения. Малыш, а что с Карлсоном? Ребята, понимаете, он обиделся на газеты. Давай, точно, правильно, давай. Так. Милый, красивый, самый обаятельный Карлсон. Погладь еще. Дорогой, милый Карлсон. Ну ладно, день рождения продолжается. Дорогой и милый Карлсон, сегодня в день твоего рождения я хочу подарить тебе вот этот вот бантик. Для того, чтобы ты... А я знаю для чего, чтобы я летал как бабочка. Бабочки, дай моя Карлсон! Для того, чтобы ты стал еще красивее. Ой, спасибо, Гунилочка. Да. И вот этот звоночек. Колокольчик. Чтобы ты звонил, когда тебе будет грустно и ты
Ты звони, мы сразу же придем. Сразу же, да. Давай, Данила, теперь я. Сейчас костюм подарит. Карлсон, а я хочу тебе подарить вот этот вот свисток. Для того, чтобы... А я знаю для чего, чтобы я пугал старушек, когда они не спеша переходят улицу. Нет, это для того, чтобы ты сигналил, когда летаешь. Чтобы не столкнулся с каким-нибудь самолетом. А еще, Карлсон, закрой глаза. А еще я хочу тебе подарить вот эту вот косточку. Тебе от моего щенка. Классная кошка. Как раз такой страшно красивенькой косточки мне и не хватало. Когда я бываю привидением! А вот угадайте, кто самый лучший в мире подниматель тяжести? Который живет под крышей. И у которого сегодня День рождения! А я, между прочим, могу поднять даже фрекенбок на одной ручечке. Да, запросто. Мой дорогой, мой самый могучий мини Карлсон, я хочу подарить тебе эти сдобные пышки для того, чтобы ты... Я знаю для чего, чтобы я их все съел. Нет, только не все. А, да. Нет, не все, конечно, не все. Но пусть каждый возьмет себе по одной.
больше. Спасибо. А я? По одной. Какая самая большая? А вот такая. Не больше. Дай мне прикусить. Нет. Давай мне. Это чтобы вы не заболели пышечной лихорадкой. Но, мой дорогой Карлсон, это еще не все. Из далекой Индии, в Стокгольм, прибыли два знаменитых факира. И я пригласила их к тебе на день рождения. Приготовились его встречать. Ребята сюда, ребята сюда. Карлсон, оставайся там. Так, приготовились, и я приглашаю. Прошу! Вы фокусники. Что? Мы фокусники. А теперь номер под названием «Волшебная лей». Ой, Змеюка. Такая страшная. Карлсон, На, выпусти. я ее поглажу. Не ходи, она не хочет ручку. глаза горящие. Теперь следующий номер. Нераскрытые тайны Востока. Гипнотический сон. Гипнотический сон. Гимнастический. Гимнастический сон. Гипнотический. Гипнотический. Вот он пошел. Я думал гимнастический. Мать! Нет. Не хочет. Он выспался. Спать! Нет. Да я попробую. Давай, Карлсон. Давай! Карлсон лучше гипнотический.
А куда они пошли? Пошли чуть-чуть. Нельзя смотреть. Нельзя подглядывать. Ой, здоровый котик. Сейчас принесу. Чемоданный волшебак. Волшебный чемодан. Волшебак чемодан. Волшебанка чего? Именинник. Вот, сынок. Я еще никогда не был летающим щенком. О, У тебя есть такая возможность. Не упусти. Давай. пока. А потом можно я буду. Не потом, да. Теперь закрываем на замок. А замок? Ключи. Закрыл. Теперь начинаем колдовать, считаем до 5. До 5. Давай начнем вместе до 5. 3, 4, 5. Готово. Готовы, голубчик. Куда это? Пошли. Вы его несете. Понять, отставка. Вот, правильно. Я у этого не позволю. Зачем вы лезете? Кто это? Полицейский. Держи. Поехали. А где? Карлсон где? А он там, наверное, где-то застрял. Давайте еще. А? Друзья мои, такая жалость. Я уже почти стал превращаться в щенка. Как вдруг меня куда-то потащили, стали швырять. Мне не понравилось, я и засвистел. Это не по правилам. Точно. Да. Слушай, Гарсон, Да. а не кажется ли вам, что сейчас самое время для того, чтобы... А я знаю, чтобы подкрепиться. Слушайте, ребята, что-то здесь не так. С чего это вдруг эта дама-учительница стала такой доброй, а? Точно. Что-то тут неладное. Давайте мы за ней все вместе понаблюдаем. Давайте. Так, ребята, прошу вас. Ага. Давайте споем вместе. Да? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, милый Карлсон! С днем рождения тебя! Спасибо. Ну а теперь, мой дорогой Карлсон, это еще не все. Я пригласила на твой день рождения знаменитых акробатов. Да, я пригласила их сюда. Сейчас они придут, приготовились встречать. Давайте. Карлсон, за них ставить! Так, все сели.
говорить. Молодец, как. Ага, давай, работаем. Бабки на прыжкуте! Прыжки на батуте! Угадайте, кто самый лучший в мире прыгун? Я сейчас! Ребят, вам никого не напоминает этот акробат-путаник, а? Мне кажется, это горы. Точно, помните, он это еще дома перепутал и сказал, шипит в скаку. Точно. Или рули переодели, чтобы что-то украсть. Или... Кого-то украсть. Спокойствие! Только спокойствие! Дураки, кого вы поймали? Кого поймали? Медуза! Ловите его! Его ловите! Скорее ловите его! Ловите скорее! Ну-ка лети сюда. Нет. Иначе мы скинем этих пацанов, как котят с крыши. Как матят! Неужели вы думаете, что я позволю вам сбросить с крыши моих самых лучших друзей? Когда вы не знаете, кто такой мужчина, в самом расцвете сил, немедленно отпустите их. Да хватит разговаривать. Ну-ка лети сюда, и Филя тебя свяжет. Да! Рули тебя свяжет! Не надо. А я не люблю быть связанным, иначе не смогу летать. Отлетался, голубчик. Отлетался, голубок! Нет, если ты не летаешь, а нет, будут наши. Стоять! Если вы сейчас же не отпустите моих друзей, то я всажу по 167 пуль в каждую вашу дурную голову. Карлсон, развяжите меня! Я сама отведу их в полицию! Уж нет, мы тебе не верим. Да, мне не нужны полицейские! Я просто хотела выступить на телевидении! Малыш, развяжи ее! У женщины, которая так вкусно печет плюшки, все же не должно быть злое сердце. Ладно, как скажешь. Ой. А по-моему, все-таки дама учительница. Да нет, я просто других учила, как вести себя, а сама про это забыла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Простите меня. И нас простите! Я больше не буду. А и мы не будем больше! Я не буду больше. Ну что, ребята, Нет. в честь дня моего рождения простим, да? А по-моему, вы все забыли, что у меня сегодня день рождения. Правда? Да. День рождения продолжается.
И сегодня? Да. И завтра? Да. И всю неделю? И целый год? Это будет замечательный год рождения! Когда вы побывали у меня на дне рождения, может быть, кто-нибудь из вас согласится стать Карлсоном. И дело даже не в моторчике. Моторчик можно достать. Просто нужно захотеть летать, как птица, как летучая мышь или даже как летучая рыба. А лучше всего, как Карлсон, который живет на крыше.